Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плиев. Смотрите в выпуске. Спасатели Южной Осетии работают над повышением квалификации. За показательными учениями МЧС наблюдал президент республики. Минстрой республики представил на суд широкой общественности эскизы моста. Скоро будет создан официальный паспорт объекта. Финалисты телепроекта «Дзерт» продолжают покорять новые вершины. Двое из наших ребят стали победителями североосетинского конкурса «Иронов Зак». МЧС Южной Осетии работает над повышением квалификации спасателей. На базе Госуниверситета были проведены специальные тренировочные учения. За работой спасательных и пожарных подразделений ведомства наблюдали президент республики и глава МЧС. Об итогах учения Стелла Бязрова. Впервые за долгое время МЧС провело масштабные тренировочные учения. На базе Югостинского государственного университета были продемонстрированы эффективные приемы и способы действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министерство задействовало силы и средства спасательного ведомства, всего порядка 40 сотрудников. За показательными учениями наблюдали президент республики Алан Гаглоев и министр ЧС Ибрагим Гассеев. Согласно сценарию, в коридоре учебного корпуса охранники обнаружили подозрительный сверток, внешне похожий на взрывоопасный предмет. Поэтому незамедлительно принимается решение об эвакуации до выяснения всех обстоятельств. Людей удалось эвакуировать за максимально короткое время. Спасатели выполняли все действия быстро и слаженно. Как говорится, нету предела совершенству. Есть к чему еще стремиться, но задачи учения, по-моему, достигнуты. Взаимодействие с персоналом и с руководством ЮГУ. Вы, наверное, тоже заметили, что взаимодействие было. И особо хочу я отметить руководство нашего университета за их ответственное отношение к безопасности как сотрудников, так и своих учащихся. Были проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы пожарными и спасательными подразделениями МЧС. Всего в масштабных учениях приняло участие 6 единиц специальной техники. По плану спасатели должны были обезвредить взрывное устройство и потушить пожар. Задачи данного учения были это отработка правил взаимодействия персонала ЮГУ с пожарно-спасательными подразделениями, также отработка методов ведения работ в зоне чрезвычайных ситуаций и отработка взаимодействия с другими структурами, как силовыми, так и другими структурами Республики Южная Осетия, а также были показаны наиболее эффективные методы проведения аварийно-спасательных работ. Показательные учения прошли на высоком уровне. Глава государства поблагодарил сотрудников спасательного ведомства за слаженность действий во время ЧС и поручил министру представить к наградам ряд спасателей и саперов. Шаттасам кай кумавам. Йолчи дарм. Бормасам шатта кай студ. Видар мана фетто. Олкам ман дари ход дар моштер бузнет. Ма Ибрагим Олимбегович. Шолдар кусага. Бачаган вахадак дар схурзах кан. Маджи маммадар представление тарборвитут. Ибрагим Гассеев поблагодарил сотрудников МЧС и подчеркнул, что руководство министерства и впредь будет работать над повышением квалификации спасателей. Стелла Бязарова, Рауль Кочиев, Сармат Гузитаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня Министерство строительства и архитектуры созвало круглый стол, в ходе которого были обнародованы эскизы важнейшей транспортной артерии города – Старого моста. Проект полностью согласован, дело за архитектурным обликом сооружения. В разработке эскизов участвовали художники, общественники и историки. Яна Плиева с подробностями.
Министерство строительства представило эскизы моста. Для утверждения проекта внешнего облика в конференц-зале Национальной библиотеки собрались представители общественности, интеллигенции, искусства, средств массовой информации. Константин Эльзаров рассказал о темпах и сроках возведения сооружения. На данный момент, по словам министра строительства, есть небольшие технические проблемы, которые задерживают процесс. На территории Российской Федерации есть несколько таких автомобилей, которые имеют рулевые на каждой оси, скажем, там и сзади рулевые. И, может быть, есть возможность доставить сюда новую буровую, современную, мощную, которая будет работать гораздо быстрее. Сейчас это находится на стадии согласования, вроде машину нашли, сейчас определяются возможность проезда через таможню. Если все-таки все получается, специалисты вроде визуально посмотрели, сказали, что их машина сможет там повернуть. И этот вопрос, если решится, то все значительно ускорится, и с новым оборудованием я думаю, что сроки еще более сократим. Тем не менее, проект будущего моста согласован и утвержден. Осталось определиться по его внешнему виду. Для этого был задействован и Союз художников. От них также поступили предложения. Всего министерство обнародовало 6 вариантов. Вариант номер 4. Это преимущественно мы склоняемся именно к варианту номер 4, потому что он сочетает и молодежную тенденцию ввиду того, что арка является не полукругом, как во всех остальных вариантах. Эта изюминка создает вид того, что это новый мост, новое проектирование, новые взгляды на данное сооружение. При этом учитывается кладка под камень, которая создает старину и вписывается во внешний облик района. И также присутствуют орнаменты тоже осетинского эпоса. Как добавил министр, архитектура моста во всех эскизах отражает стилевые направления, то есть с помощью декоративных элементов будут представлены особенности национальной культуры. Проект строительства предполагает облагораживание и близлежащие территории. Кроме того, в концепцию отделки моста будет включен натуральный камень. Предложено обустроить на территории моста водопад с подсветкой. Был поднят вопрос касательно инженерных сетей, проходящих под мостом. Эльзаров отметил, что все уже демонтировано. Все линии переподключены уже в Фаллок-Форсай. Да, газ, вода проходит сейчас по новому мосту, и труба, которая была на старом мосту, она была уже демонтирована, там никаких подключений нету. Газ проходит по стене парка, вода проходит вон от Дунайшавы, поэтому больше нет необходимости перекидывать воду с этого берега на тот берег. Строительство моста не затронет ни одно сооружение. Все здания, расположенные близ стройплощадки, не пострадают. Обсудили и собравшиеся вопрос точных труб, которые выходят со стеновых панелей с двух сторон моста. Мост это новшество. А это все, то, что там так останется, он же видны нечистоты, лучше стену нахана еду норози могу. Это на ордеке западай. Со стороны церкви, да? Да. А вот это как-то не будет предусматриваться или который рост на рост, правильно, молодежка биммедер. Стена как-то. По 12 метров от моста в обе стороны стены будут благоустроены. То есть то, что вы сейчас говорите под молодежкой, эта часть будет благоустроена. И помимо этого будут восстанавливаться водопадное сооружение под пешеходным мостом гранитное. Оно тоже будет восстановлено в рамках этого проекта. По проекту проезжая часть расширяется на 2 метра, а также увеличивается тротуарная часть. Ширина моста составит 11 метров. Журналистов интересовал вопрос завершения всех работ. Тем не менее, сроки остаются в силе. Как даже более того, то есть нам гарантируют там 1,5 года завершения, а не 2, как изначально было запланировано. Но мы надеемся, что в январе по нему уже, хоть и неофициально, но ездить можно. По окончании круглого стола большинство проголосовали за 4-й вариант с небольшими дополнениями. Они касались освещения, балясин. Также многим понравилась идея Союза художников об установлении статуй в виде барсов. Буду, в принципе, не собственно, чтобы борщ ставить. Я на ним там смысл такой скифский, стиль модусородный, скифский войны, короче, предпрехам. В общем,
Ну, художественные. Какими-то фигурами улучшить. По итогам работы круглого стола с учетом всех дополнений будет создан паспорт объекта, который в ближайшее время представят на всеобщее обозрение. Яна Плиева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск сегодня. Началась выдача выплат труженикам тыла и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны. Выплаты производятся по распоряжению президента республики. Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат тыловики, а вдовы участников Великой Отечественной войны по 5 тысяч рублей. Сегодня же члены общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов посетили десятки семей, чтобы лично передать им деньги. 31 вдова и 37 тыловиков в эти дни получат материальную помощь. Это не первая помощь со стороны государства в этом году, отмечают сами тыловики. Mogvalstav Starbuznak, Nahishoder, Yeranyong Manichina bo Rav the Tofalana, Manana, President Quasidi, whatever said, and was the Kochot, the board of the top Buzdegestab. Buznegen has the Zagan van de man, alle Hopter, alle Baragbunder, man of it, Barabunte Kazaiten, more Hisod, Mamma President Maymin, Baula, Batter, all Hopters and Sanomusor, Nikus of Africa, my friend the Buznegen has the Zagan President, all on the Doation, House Husum, House Histarte, Kairko de Canamboda out. Строительство и реконструкция дорог в села районов республики как стимул для повышения социально-экономических показателей сельской местности. Администрация Знаурского района продолжает работу в этом направлении. У Алены Таевой узнаем более подробную информацию. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства администрации Знаурского района приступили к обновлению дорожного полотна в селении Алибар. На состояние дороги сельчане не раз жаловались в местную администрацию. Сейчас в населенном пункте проходят подготовительные работы. При помощи техники коммунальщики выравнивают и расширяют дорогу. Заявление фестивалис, коллективные заявления, график магаска, маноштека, уже Алибар Хорта. مثلا من آرازم تدرالی فنداگی در آراسته شدیم و ما فضیلنت کم استادم پلان را بودیم ناراستی مساویش پلان مگاسکه با گرافیک و آرازم. В дождливую погоду грунтовую дорогу не раз размывало, создавая затруднения движению автотранспорта. Пешеходам также приходилось добираться до районного центра по грязи. По окончании работ дорога протяженностью более 1 километра будет расширена и обсыпана природным материалом. На сегодняшний день коммунальными службами Знаурского района благоустроены дороги в села Фарн и Ноккау. Как добавил глава районной администрации, благоустройство сельских дорог осуществляется поэтапно. Анжела Кукоева, Заур Остай, Фатима Гумаритова. Информационный выпуск сегодня. Молодые юго-осетинские художники в составе креативного объединения «Цхинвал-5» представили свои работы в культурной столице России. По словам самих художников, для них это уникальная возможность заявить о себе и своей родине с ее богатейшим культурным наследием и перспективным настоящим. Смотрите материал с брифинга мастеров кисти. В Госкомитете информации и печати прошла пресс-конференция с участием объединения молодых художников «Цхинвал-5». Художники рассказали о представленной в Санкт-Петербурге выставке. Это очень значимое как для нас, так и для республики мероприятие. Для нас это своего рода информационный прорыв, потому что впервые за долгое время художники республики получили возможность выставиться за пределами республики, причем сразу в Санкт-Петербурге.
Вообще наша творческая группа Цхинвал 5, основное наше направление – это вовне республики, она нацелена. Потому что благодаря искусству и культуре мы можем продвигать интересы нашей республики. Главный специалист по изобразительному искусству Министерства культуры Джульетта Цхавребова отметила, что выбранная площадка «Новый музей» имени Аслана Чехоева для выставки лучшая. Выбрана очень хорошая площадка в центре Санкт-Петербурга. Директором музея является Кочиева Ирина. И они сделали все возможное для того, чтобы мы успешно провели свое мероприятие. Георгий Шавлохов подробно остановился на тематике выставки и назвал ее информационным прорывом в сфере искусства. Мы хотим поблагодарить, я выскажусь от лица всех художников, главу нашего государства Алана Эдуардовича. Благодаря его помощи, в первую очередь благодаря его помощи, наша творческая группа получила возможность поехать в Санкт-Петербург и представить наши работы. Также необходимо отметить большую проделанную работу Министерства культуры, лично Рады Филипповны, а также нам очень помогала Джульетта Ароновна, потому что подготовительная деятельность, она была очень большой, мы напряженно к этому готовились. Шавлохов отметил, в экспозицию вошли 60 уникальных работ. Вот 60 наших работ были представлены сейчас в новом музее в Санкт-Петербурге. Направление, еще раз, была живопись и графика. Плюс я могу сказать, что нас было 6 человек, 6 художников выставлялось, и у каждого свой уникальный стиль, не похожий на остальных. Вот этим наше искусство интересно и примечательно. То есть присутствует как национальный колорит, национальные мотивы, чтобы зритель видел, откуда мы приехали, что мы представляем, что мы хотим завести. Также современные мотивы, современные мировые мотивы в работах наших художников. Молодая художница Карина Дзигоева отметила, что для Южной Осетии подобные выставки – это шанс заявить о себе всему миру. Картины изображают быт и культуру осетинского народа. Зрители отмечали тот факт, что их сложно удивить, конечно, это искушенная публика, но им очень понравилось, что в своих работах каждый художник рассказывает об Осетии, о культуре Осетии, и людям это интересно, и я думаю, все мы считаем и согласимся с тем, что единственное, как мы о себе можем заявить миру, это через искусство, через культуру. Художниками было отмечено, что искусство не может продвигаться разовыми выставками. Необходимо регулярно выставлять свои картины, ведь каждый раз это важное событие в жизни художника. Стелла Бязарова, Лена Газаева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Финалисты телепроекта «Дзерт» продолжают покорять новые вершины. Двое из наших ребят стали победителями североосетинского конкурса «Иронов-Зак». Это Алина Санакоева и Валерия Ванеева. Эльвира Тибилова пообщалась с молодыми чтецами, для которых осетинский язык не пустой звук. Финалистки масштабного проекта ГТРК «Дзерт» Алина Санакоева и Валерия Ванеева стали победителями еще одного конкурса на лучшее чтение стихотворений на осетинском языке. Они заняли первое и второе место в онлайн-конкурсе «Иронов-Зак» на призы главы Республики Северная Осетия Алания Сергея Миняйла. Организатором конкурса выступила общественная организация «Ирон-Фестиват». Ушу конкурсу ди дуа республика ихсан амаджбоч ахстун фитджок бенот. Кейзаханер намаурнутто офта кей жахбенот кей бочохшам маман куфажртуй вад махидар наборнутто. Бокостан голонт люда фестум жавка курахуни растун тунг ахсыз гулмунуди куман фажртуй мамнек сохтуй декогбенот кей ройстун вин галдарнаттан ма боховджанан призёртахсан. Девочкам по 14 лет Алина учится в 9-й средней школе, а Валерия в лицее искусств. По словам преподавателей и родных девочек, обе увлекаются национальной культурой, имеют широкий круг интересов, занимаются спортом и танцами. تنخورس رافدستا امافدستا آخر گنج تمقستا آرخسون کود داورز یا مادلون نفزا والله خزونه در فستان لو برسراس ما جستم تنگ سرستر آخام کنکورس است تنگ آشتیا کنکورس آرختر سکوواجی کویادوی تنگ خورس.
Конкурс проходил с 5 по 15 мая и был приурочен ко Дню остинского языка и литературы. Для участия в конкурсе необходимо было снять видеоролик, где участник читает стихотворение на остинском языке на тему «Ирун Эвзак Ирыстун Махазната» и отослать организаторам. Также необходимо было указать инициалы и возраст, автор и название произведения. Майрыстун. Özomалзынанисква. Фалацардзан массыгда гудманан. Наокумзынан ирызаханиква. Мистер Ворст. Нуотзынан даван. Майрыстун. Дазардай цофтхотен. Даванархан маудазен. Марыст. Сайрагуэй. Кайбом барстом карази. Эмоции тай кайрозендестам хест. Конкурсные номера оценивала жюри в составе народной артистки РСО Алания Залины Малкаровой и заслуженного артиста РСО Алания Тимура Муртазова. Поддержку организаторам конкурса оказал глава Республики Северная Осетия Алания Сергей Миняйло. Победители и призеры конкурса будут награждены призами и грамотами. Эльвира Тибилова, Арсен Гасев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Республике Адыгея с 13 по 16 мая в городе Майкоп прошли всероссийские соревнования по футболу среди специальных учебно-воспитательных учреждений. В соревнованиях приняла участие команда «Аланы», функционирующая на базе школы-интернат Скенвала совместно с учащимися Дзаусской школы-интернат. Наша команда заняла второе место. Ребята выиграли 4 матча, но в финале проиграли команде из Краснодарского края. Финансовую поддержку команде «Аланы» оказали президент республики и руководство Национального банка. Соревнования проходили в очень сложных условиях, потому что принимали участие 7 команд, сильнейших команд Южного федерального округа, Кавказского федерального округа. В том числе пришли из Беларуси, там принимали участие из Беларуси, из Ставрополя, Краснодарского края, Адыгеи. Вот эти они принимали. И первое место заняла команда Краснодарского края. Второе место заняли мы с правом участия в финальных соревнованиях, которые будут проходить в городе Санкт-Петербург в августе месяце сего года. Наша команда была усилена еще и джавскими ребятами. Юные теннисисты из Южной Осетии успешно выступили на открытом турнире, посвященном Дню Победы. Среди спортсменок до 2012 года рождения весь пьедестал заняли представители Южной Осетии. Об этом сообщает президент Федерации настольного тенниса Южной Осетии Мириан Джуев. Победительницей турнира стала Виктория Кулумбекова. На второе место вышла Азал Алиева, а третьей стала Илона Габуева. В этой же возрастной группе среди мальчиков бронзовая медаль досталась Ролану Кулешову. В соревнованиях спортсменов до 2009 года рождения среди мальчиков копилку Южной Осетии серебряной наградой пополнил Балдан Дашиев. Среди девушек бронзовые медали достались Майе Касрадзе и Зарине Кулуховой. Благодаря этому успеху Дашиев, Касрадзе и Кулухова попали в сборную РСО «Алания», в составе которой будут участвовать в соревнованиях СКФО «Шаг в будущее». Спортсменов подготовили Мириан Джуев, Ирина Валиева, Лидия Устаева, Изета и Лариса Косоевы. Мириан Джуев поблагодарил председателя правительства Константина Джусоева за помощь в организации поездки на соревнования. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. По республике переменная облачность, возможен дождь. В Знаурском районе днем плюс 21, ночью плюс 9. В Дзавском районе днем плюс 17, ночью плюс 7. В городе Квайса днем плюс 17, ночью плюс 8. В Ленигорском районе днем плюс 20, ночью плюс 8. В Цхинвале днем плюс 22, ночью плюс 10. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.